Когда в 2008 году развернулся кризис, то это было, в общем, триумфом прогнозов антиглобалистов, критиков системы, критиков неолиберализма, потому что мы все дружно говорили, что это будет так и так, причем надо сказать, что не просто предсказывали этот кризис, предсказывали довольно точно его симптомы, его причины, его механизмы. То есть, казалось бы, если взять таких авторов, как там, не знаю, Уолтон Беллу, Сьюзен Джордж, Мартин Хор, ну и прочих, то все, что они писали в 2007-2008 году, просто вот один в один начало подтверждаться. И можно было бы считать, что это было неким триумфом антиглобалистского движения, если бы не одно обстоятельство. А именно это движение начало стремительно идти на спад именно в связи с кризисом. Потому что обнаружилась весьма неприятная вещь, что одно дело говорить о том, как все плохо развивается, и какие неприятности нас ждут в будущем, и быть правыми в предсказании этих неприятностей, а другое дело реально предложить, что же можно изменить, как это изменить, и как это изменить сегодня на завтра. Причем ведь говорить о переменах — это не абстрактно придумать вот какую-то модель красивую, что вот можно было бы и так. То есть, может быть, наверное, все действительно и по-другому человечество способно сделать теоретически, но реально это же все упирается в известную формулу политика искусства возможного. То есть нужно предлагать что-то такое, что будет приемлемо для достаточно широких групп населения, что будет приемлемо для какой-то части элит, потому что в противном случае совершенно не очевидно, что удастся их побороть, если вы не найдете какие-то компромиссы. Да? Что это будет приемлемо для разных обществ с теми или иными консервативными устоями и так далее. Да? Поэтому абстрактные вот эти вот утопии, они не работают. И выяснилось, что антиглобалистское движение, значительная часть леворадикальной публики, леворадикальной интеллектуальной среды, из себя могло породить вот только массу красивых, ярких, замечательных утопий, противостоящих вот этой вот ужасной реальности неолиберального капитализма. А с другой стороны, скажем, те силы, которые традиционно занимались практическим реформированием, ну, в частности, социал-демократические партии, например, они, в общем-то, давно уже были интегрированы в систему, они просто не занимались уже больше тем, для чего они первоначально были как бы созданы, то есть именно реформами. И на одном полюсе мы видим идеалистов, которые настолько идеалистичны, что вот их идеализм никакого практического воздействия не может оказать на жизнь. На другом полюсе мы видим практиков, которые настолько практичны, что уже не понимают, что они делают. Потому что они только вот, так сказать, крутят рычаги уже давно неуправляемого механизма. И это привело к мощнейшему кризису антиглобалистского движения, одним из показателей чего было, например, закрытие Европейского социального форума. Он просто перестал собираться, некому и не о чем разговаривать. Всемирный социальный форум все еще работает, и он как раз работает более-менее неплохо, но в том числе и потому, что на нем начинает меняться соотношение сил. И это вторая сторона проблемы. Выяснилось, что в международном плане ситуация изменилась, потому что в антиглобалистском движении вообще была очень интересная проблема. С одной стороны, люди все время говорят о господстве США, с которым надо бороться, о доминировании Запада, который является, в общем, злом, против которого надо выступать. Но с другой стороны, внутри самого же движения воспроизводится все то же самое. То есть именно западные эксперты, западные интеллектуалы и зачастую функционеры доминируют, они определяют повестку дня, они определяют, кто и как должен критиковать Запад, из каких позиций. Да? Они как бы приватизировали дискурс критики Запада. Да? Его приватизировали, опять же, интеллектуалы с Запада. Даже если они говорят о третьем мире, о глобальных проблемах, да, это в значительной мере тоже, кстати говоря, очень западный дискурс. То есть вот антизападный дискурс — это в значительной мере порождение именно западной культуры. Это такой вот вариант Selbsthasse, да, то, что психологи называют ненависть к самим себе, да, который отражает их собственные проблемы, их собственные противоречия, их собственные неврозы, которые нам вообще-то не интересны. Нам не интересно, как они страдают угрызениями совести. Нас это не очень касается, их угрызения совести, понимаете? И мы не можем вокруг этого строить свою повестку дня. И опять-таки в середине 2000-х годов была очень четко видна проблема, что, например, восточноевропейских экспертов, активистов фактически исключали из формирования повестки дня.
То есть, пожалуйста, приезжайте, мы очень рады вас видеть. Пожалуйста, выступайте, особенно по своим проблемам, то есть расскажите, как у вас плохо. Да? Но повестку дня, ключевые вопросы, их все формирует традиционная такая антиглобалистская левая элита, которая, в общем, воспроизводит вот эту вот систему доминирования. Несознательно, стихийно, да, это абсолютно не злой умысел. Но так получилось. И как раз кризис движения дал возможность несколько изменить ситуацию. То есть сейчас ситуация такова, что страны БРИКС на переднем плане, в Западной Европе в значительной мере деморализация. Мы видим вообще очень странные вещи, когда люди впервые за много-много лет стали ехать с запада на восток. Сейчас, вот, скажем, в Польше, в Чехии появились вестарбайтеры, то есть, не знаю, итальянские официанты, которые в итальянской пиццерии где-нибудь в Кракове обслуживают публику. И, кстати говоря, даже в России уже стали появляться западные люди, которые приезжают, в общем, как-то найти себе какую-то работу, не обнаруживая возможных каких-то хороших шансов у себя дома. А это просто свидетельствует о том, что ситуация поменялась и психологически, культурно, и даже в плане ресурсном. То есть расклады сейчас другие. И как раз это дало старт нашей инициативе, которую мы назвали инициативой постглобализации, Post-Globalization Initiative. Мы это придумали в Тунисе, когда на Всемирном социальном форуме встречались с коллегами и обсуждали, а что же делать, в общем-то, очевидный тупик движения, нужно как-то его выводить на новый уровень и на новую повестку дня. В этом смысле Post-Globalization Initiative отличается от предыдущих процессов двумя вещами. Во-первых, ориентацией, прежде всего, на конструктивный поиск конкретных решений, на то, чтобы движение было не маргинальным, на то, чтобы оно ориентировалось не просто на радикальную молодежь, там, на красивых, ярких, юных людей, которые будут кричать, шуметь и искренне совершенно вот бросаться на амбразуру, но и на так называемого обывателя, то есть на человека, который занят проблемами сегодняшнего дня, а не философскими поисками смысла жизни, на то самое молчаливое большинство, которое сейчас растеряно и нуждается в том, чтобы показать какую-то ориентацию, какую-то перспективу. Но перспективу конкретную, практически понятную, не ущемляющую его интересы. На диалог с определенными группами элит, которые тоже понимают, что так дальше нельзя, потому что, опять-таки, в противном случае очень трудно будет повестку дня эту продвинуть в общественное сознание на более широком уровне. И это, повторяю, одна сторона дела, то есть конструктивность, но не конструктивность в плане, так сказать, такого бескрылого реформизма, да? А конструктивность именно в плане практической реализуемости того, о чем идет речь. И второе – это географическая реориентация. То есть, можно сказать, что в некотором смысле изменилась не только экономическая география, изменилась идеологическая география. То есть, мы не выступаем в роли слушателей. Мы выступаем в роли тех, кто формирует повестку дня. На равных, естественно, с партнерами, с товарищами, коллегами из западноевропейских стран, из Индии, там, Бразилии и так далее. И в этом смысле, опять-таки, география Post-Globalization Initiative, она совершенно определенная. То есть это Москва, Киев, Тбилиси, Санкт-Петербург, ну, возможно, еще какие-то города в нашей, так сказать, зоне мира. А технически это привязано к саммиту Большой Двадцатки, который должен происходить в сентябре нынешнего года в Санкт-Петербурге. И вполне естественно, что это сопровождается контрсаммитом, то есть альтернативной встречей, на которой эксперты, критически мыслящие, собираются и обсуждают ситуацию, обсуждают другие варианты решения тех же проблем. И опять-таки совершенно естественно, что та страна, где происходит саммит, она же, ее же активисты и принимают контрсаммит. Поэтому у нас, что называется, просто вот карты в руки, мы в любом случае должны это делать, но мы хотим использовать это как некий переломный момент, не просто для решения своих собственных задач, но и для решения задач, в общем, гораздо более глобальных, для решения задач переориентации движения и подъема этого движения на новый уровень, когда все-таки можно говорить именно о том самом новом повороте, когда действительно нужно возвращаться к идеям Кейнса, нужно возвращаться к урокам Карла Маркса, но нужно делать это, повторяю, с учетом той реальности, с которой мы сегодня имеем дело, с учетом тех, кстати говоря, руин,
которые нам зачастую достались после кризиса, и с учетом того, что существует общественное настроение, массовый общественный заказ на преобразование, но не на потрясение. То есть люди хотят изменений, люди хотят перемен, люди хотят социального прогресса, но не ценой катастроф, потрясений и жертв. Насколько это реально, другой вопрос. Иногда весьма умеренные и позитивные программы все равно удается реализовать только ценой очень больших усилий, но это уже будет зависеть от хода истории.